Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В эфире «Утро Якутии». В студии работает Руслан Ачиров. И сегодняшний выпуск у нас, конечно же, посвящен тому, чтобы это утро для вас было бодрым, впрочем, как и всегда. О чем сегодня мы поговорим в нашей программе? Во-первых, конечно, про фестиваль «Зима начинается с Якутии». Также пообщаемся про марафон блогеров «Север ВКонтакте». У нас в гостях будут победительницы этого федерального конкурса. Также пообщаемся, поговорим о конкурсе ледовых и снежных фигур, который проходит сейчас в городе Якутске. Ну и по традиции для вас мы покажем киноафишу, и вы сможете определиться, на какой фильм сходить в эти выходные. Друзья, напоминаю, что у нас также есть телеграм-канал, на который призываем вас подписаться. Там самые интересные новости, то, что иногда не входит в рамки нашей программы. Ну а прямо сейчас, если вы заглянете в наш телеграм-канал «Утро Якутии», то у вас появится возможность попасть на бриллиантовый бал. Вот такой вот приятный сюрприз мы сделали сегодня для вас. Поэтому заходите в телеграм-канал, там есть все подробности. Ну и не забывайте, конечно, подписаться. Но я думаю, что сейчас, прежде чем выйти на улицу, нужно узнать, какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 33, минус 16 градусов. В заречной группе Улусов от минус 41 до минус 15. В южных районах минус 14, минус 13. В Вилюйской группе Улусов 27-19 градусов ниже нуля. В Нижнеленских минус 32, минус 27, в западных 22-14 градусов мороза. В Колымо-Дигирской группе Улусов от минус 36 до минус 24. В Янских минус 32, минус 23. На северо-западе республики минус 23 градуса. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 16 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем, утром на небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 19, минус 21 градус. Ну и когда мы узнали о состоянии погоды, которая нас ждет за окном, самое время узнать самые актуальные новости к этому часу. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Весь комплекс медицинской и психологической помощи оказывают работники реабилитационного центра по улице Рихарда Зорге в Якутске. С июля прошлого года курс реабилитации там прошли 175 участников спецоперации и 138 их родственников. Сейчас в центре находятся 9 родителей бойцов. Среди них Николай Алексеевич Егоров, отец Героя России Николая Егорова. Он поступил 20 ноября. Каждый день занимается лечебной физкультурой, ходит в кабинет физиотерапии. Николай Алексеевич родом из Сунтара, по профессии учитель математики. Преподавал в школе, был директором профтехучилища номер 20 и главой наслега. С супругой воспитали 3 детей. Герой России Дмитрий Егоров – младший сын. В настоящее время Николай Алексеевич готовит книгу о храбром сыне. 20 числа поступил здесь, после 11 часов. И вот так все. С тех пор у меня каждый день по 7, по 8 процедур проходит. И между тем по городу в разных больницах прохожу обследование. Вот последний раз завтра будет это МРТ. На трассе Лена количество ДТП снизилось на 22%. Число погибших в авариях на этой дороге уменьшилось на 27%. В рамках работ по повышению уровня безопасности в этом году на автодороге Лена установили повторители сигналов светофора на 17 светофорных объектах. 2 знака обратной связи с водителем, табло контроля скорости. 2 комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД и 1 муляж. На 3 потенциальных участках концентрации ДТП ввели ограничение скорости, а на приближении к опасным участкам автодороги к пешеходным переходам нанесли поперечные шумовые полосы.
Применение госуслуг вместо паспорта могут протестировать в следующем году. Россияне с помощью QR-кода на портале смогут проходить обслуживание в банках, МФЦ, покупать ЖД-билеты. Минцифры совместно с другими ведомствами работают над проектом постановления, в котором будут определены случаи, когда можно будет использовать сервис госуслуги для подтверждения личности. Если результаты проектов будут хорошими, то список этих ситуаций можно будет расширить. Тестирование посадки пассажиров в некоторые поезда холдинга с помощью госуслуг планируется уже в апреле следующего года. Юные блогеры из регионов России посетят Якутию в рамках марафона «Север ВКонтакте». Марафон организован детским издательством «Каскиль» совместно с региональным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых». Участие в нем приняли школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Участники марафона создавали короткие познавательные видеоролики, рассказывающие об удивительных фактах и особенностях жизни в российской Арктике. Темой роликов была история моего родного края. По итогам марафона блогеров «Север ВКонтакте» победителями стали Дарья Танконогова из Республики Коми, Софья Швецова из Архангельской области и Анастасия Воронкова из Мурманской области. В Ленинградском зоопарке 3 декабря будет отмечаться день рождения Харчаны белой медведицы. Ей исполнилось 7 лет. В честь этого события зоопарк приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга принять участие в праздничной программе, посвященной якутской белой медведице. В воскресенье посетители зоопарка смогут наблюдать за кормлением Харчаны и узнать больше о ней, проявить себя в играх и забрать на память самодельный сувенир. Напомним, что Харчана родилась в 2016 году в зоопарке Ортодойду в Якутии. В конце 2017 года ее перевезли в Ленинградский зоопарк, откуда родом ее отец. Она стала популярной благодаря своему веселому характеру и сообразительности. Сегодня в Якутске зажгут первую новогоднюю елку страны. Впервые в истории проведения фестиваля торжественную церемонию можно будет посмотреть на главной аллее ВДНХ. Мероприятия фестиваля «Зима начинается с Якутии» будут проходить с 27 ноября по 3 декабря. Главное событие фестиваля – зажжение первой новогодней елки страны – состоится в 16:00 на площади Дружбы в Якутске. Встреча хранителя холода Чисхана и Деда Мороза из Великого Устюга станет кульминацией фестиваля и будет символизировать наступление зимы во всех уголках страны. И уже сегодня огни елки загорятся в 16:00 на площади Дружбы в городе Якутске. Церемонию впервые, как уже было сказано, будут транслировать на главной аллее ВДНХ у елки международной выставки форума «Россия» в Москве. Зажжение первой новогодней елки страны – это центральное событие фестиваля «Зима начинается с Якутии». А также 1 декабря телебашня в Якутске присоединится к международной кампании борьбы со СПИДом. Иллюминация загорится красным цветом в 19:00 и будет работать в течение часа. Отмечается, что акция проводится по инициативе Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем? Давайте посмотрим далее. На календаре 1 декабря сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, Всемирный день хоккея, День Антарктиды, День поедания красных яблок. В этот народный праздник чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кисарийского. В старину люди обращались к этим святым с молитвами о достатке, после чего приступали к домашним делам. Считалось, что это должно было избавить от материальной нужды. Люди по этому дню судили о погоде на зиму. Утро символизировало начало поры, день – середину, а вечер – окончание. Также было принято наблюдать за воронами. Если птицы ходили по дорогам, то это предвещало скорую оттепель. События в этот день. В 1887 году был напечатан роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе. Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол. На экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда». Был создан Центральный аэродинамический институт. Завершилась Тегеранская конференция глав правительств 3 союзных держав – СССР, США и Великобритании. Михаил Сергеевич Горбачев, первым из советских лидеров, посетил Ватикан. В этот день родились Анна-Мария Тюссо, французский скульптор, основательница музея восковых фигур в Лондоне. Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии. Василий Блюхер, советский военный и государственный деятель, маршал Советского Союза.
Георгий Жуков – советский военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза. Всеволод Бобров – советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион. Вуди Аллен – американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер. Геннадий Хазанов – российский артист эстрады, актер, общественный деятель, народный артист РСФСР. Амаяк Акопян – советский российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, заслуженный артист Российской Федерации. Гарик Сукачев – российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор. Именины сегодня отмечают Роман, Николай. В эти дни у нас в республике проходит масштабное мероприятие «Фестиваль «Зима начинается с Якутии». Программа фестиваля включает более 30 мероприятий. Одно из самых грандиозных туристических событий ежегодно привлекает внимание огромного количества туристов. И об этом сегодня нам поподробнее расскажет министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Юрьевич Ханды. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля? В рамках фестиваля проходят 33 мероприятия с более 80 активностей. Каждым годом количество мероприятий все приближается к 100, потому что это не только программы событийные, это и конкурсы среди детей, взрослых, это конкурсы по рисунке зимы, чтобы популяризировать среди нашего подрастающего поколения. Это конкурсы по фото, чтобы создавать фотобанк, для того, чтобы мы могли в поисковиках биться с красивыми фотографиями, которые будут и в дальнейшем использоваться для рекламы. Ну а так, основные мероприятия, мы все их знаем, это основные наши мероприятия: «Бриллианты Якутии», «Бриллиантовый бал», «Вкус Якутии», который сегодня идет очень громко. К нам приехало очень много гостей из регионов России и из стран. То есть на сегодняшний день можно по праву сказать то, что зима начинается с Якутии, это уже событийный туризм международного уровня. Что касается именно сегодняшнего дня, первый день зимы и зажжение главной елки на площади Дружбы. Поподробнее можно, что ждет горожан и не только горожан? Да, я вот в части того, что вы сказали, не только горожан, да, потому что мы делали мероприятие изначально как привлечение туристов. Но сегодня, посещая мероприятия, конкурсы, я вижу то, что все смешивается. Здесь и наши якутяне активно принимают участие на гастрономических ужинах. А зажжение елки сегодня будет на площади Дружбы в 16:00. Мы, как и всегда, ежегодно будем передавать символ холода от Чисхана. И это мероприятие мы сделали интерактивно, потому что, как вы знаете, сегодня идет очень большой важный форум «Россия» на ВДНХ, и именно там мы туда будем передавать символ холода и зажигать елки по всей России. Ну, я думаю, будет грандиозное, как всегда, мероприятие, в том числе и будет автопробег, но Тимур Юрьевич сказал, что там есть сюрприз, поэтому приходите, посмотрите лучше сами. Ну да, здесь и сюрприз, мы подключили наши компании, да, компании торговли, которые имеют большегрузы. И в центре города Якутска при поддержке городской администрации и предпринимателей будет очень красивый заезд, как вот из рекламы знаменитой новогодней. Поэтому это очень красивое зрелище. Обязательно приходите в 16:00 на площадь Дружбы. А далее город Якутск проводит следующее мероприятие. Вот знаете, зима начинается с Якутии. Это не только фестиваль каких-то там зимних мероприятий. На самом деле это же объединение людей, объединение разных стран, объединение разных структур, компаний, которые все вместе создают вот такой праздник. Вы упомянули также фестиваль «Вкус Якутии». Можете поделиться, чем в этом году удивляет шеф-повара? Ну, в этом году вообще юбилейный, 10-й юбилейный фестиваль «Вкус Якутии». Он проходит традиционно в рамках зимы. Да? Это гастрономический, наверное, ну как сказать, праздник. Это не только праздник, вообще это мероприятие, которое создано не только для того, чтобы покушать. Это не только история про прокушать, это история про людей, которые готовят на кухне. Мы тем самым продвигаем кадровую политику, мы даем возможность шеф-поварам выступить, чтобы студенты, которые обучаются именно на эти специальности, чтобы они видели, что это классно, что их ценят, и тогда их мечты становятся именно такими, которыми сегодня у нас в гостях
на коллеги с Крайнего Севера, с Арктики. Арктика у нас в России большая, много регионов. И многие из них сегодня прилетели, и сегодня проходят мероприятия, гастрообеды, гастроужины. И самое главное, то, что некоторые шефы делают вверки. Вчера, сегодня, завтра и вплоть до 3 декабря проходят ежедневно мастер-классы с участием и наших шеф-поваров. Действительно, всю программу фестиваля невозможно вот так вот в рамках небольшой беседы, да, охватить, но тем не менее также проходится конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». Где можно посмотреть их, где он проходит? «Бриллианты Якутии» по праву бренд нашей республики. И на самом деле бриллианты — это наши люди, это наши таланты, мастера, которые из-за льда, из-за снега делают очень красивые, замечательные скульптуры. И здесь мы тоже постарались привлекать людей из Китая, с Монголии, которые мастера приезжают, с Тувы, с Хабаровского края, с Бурятии. И вы можете наблюдать за этими красивейшими скульптурами. Это арт-объекты, которые привлекают туристов в первую очередь. Ну и мы с вами живем в Якутии довольно-таки давно, и нам тоже это всегда интересно. Ну и в завершение немного о значении самого фестиваля для нашей республики, может быть, пожелания нашим жителям. Но обязательно нужно посещать это мероприятие, это очень классно, это праздник. Если раньше зима была суровой и холодной, то сегодня мы ждем с нетерпением зиму. Туристы начинают видеть, и знаете, всем уже как-то надоело Таиланд ездить, в Турцию, да. И зима начинается с Якутии, как фестиваль, он очень привлекает. Хоть мы и далеко находимся, но мы видим ежегодно динамику потока туристов, которые приходят, им это нравится, они рассказывают своим друзьям. И тем самым мы популяризируем наш любимый край. Спасибо большое, Тимур Юрьевич, за то, что посетили сегодня наш эфир. Удачи, успехов. Также поздравляем с праздником, с проведением фестиваля. Ну, а вам, дорогие друзья, мы также желаем всего самого наилучшего. И самое главное, посещайте события фестиваля «Зима начинается с Якутии». Умение передать характер северного человека через картины удивительным образом получается у Михаила Старостина. Его картины, выполненные в стиле абстракционизма и примитивизма, затрагивают детские воспоминания. В этих картинах каждый может увидеть родных и близких. Таким образом, у человека не утрачивается связь с родом и родной землей. Сегодня мы расскажем об очень интересном и необычном художнике нашего времени, искусстве которого заставляет зрителя задуматься о вещах по-настоящему важных и главных, о графике и живописце, почетному члену Академии художеств Российской Федерации, заслуженному художнику Российской Федерации, заслуженному деятелю искусств о Михаиле Гавриловиче Старостине. Творческий почерк, язык и стилистика мастера поистине уникальны, а в произведениях гармонично соединяется особая поэзия, мечта, мудрость и доброта. В его искусстве основное тематическое направление — это север. И вдохновленный историей, культурой, мифологией северных народов, он создал своего главного героя — человека севера, путника. А кто это человек? Он живет в крайне суровых условиях, охотится, рыбачит. Его жизнь сопряжена с трудностями, выживанием, но он мечтатель, как и все мы. И перед вами одна из самых запоминающихся работ мастера «В ожидании дождя», которую он написал в 1991 году. Мы видим людей, прижавшихся друг к другу. И от этой картины веет некой тревогой. Начинаем детально разглядывать. Лица у всех этих людей далеко не радостные. Взгляд у всех у них устремлен вверх. Они с прищуром из-под лобья смотрят на зависающее над ними темное небо. А с неба начинает медленно сползать холодные
капли северного дождя. Художник очень точно передал эмоции людей. Ведь наступает осень. Недавно цветущая тундра блекнет, и день за днем льют затяжные осенние дожди. Становится все холоднее. Но, глядя на наших героев, мы понимаем, что они все вытерпят. Не только этот дождь, но и многие другие испытания, которые не под силу другим. Эта картина дает нам понять, что жизнь ценна такая, какая она есть, со всеми ее трудностями и радостями. Произведения Михаила Старостина хранятся в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, в частных коллекциях, музеях России и зарубежья. А мы рады приветствовать тех, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И хотелось бы еще раз напомнить о нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Сегодня у вас есть возможность, если вы туда заглянете и ответите на несколько вопросов небольшой викторины, у вас есть возможность попасть на бриллиантовый бал в рамках фестиваля, который проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Ну а батман есть не только в балете, но и в фехтовании. Он всегда является агрессивным наступательным движением и представляет собой удар по клинку или захват клинка у соперника во время проведения атаки. В фехтовании для того, чтобы атака была засчитана, атакующий спортсмен обязан совершить батман, иначе его укол в атаке будет недействителен. Кстати, этим спортом могут заниматься люди с ограниченными возможностями. Фехтовальный клуб «Вензель» начал свою работу в мае 2023 года. Сегодня здесь занимаются порядка 20 детей. Варвара ранее занималась гимнастикой, потом перешла на дзюдо. Но из-за проблем со зрением ей сообщили, что заниматься этим видом спорта ей нельзя. Но ее любовь к спорту привела ее в этот клуб. Мне папа сказал что есть вид спорта фехтования. До этого я ходила на другой спорт. И мне его запретили из-за зрения. Папа, когда мне показал, сказал: да, хорошо, давайте, родителям. Я сюда пошла. Вначале должна была в ноябре пойти, но я заболела, поэтому в декабре пошла, 2021 года. За спиной Варвары уже есть опыт соревнований на всероссийских турнирах. Ей нравится этот вид спорта, и бросать его пока она не собирается. А вот для Дамира это начало спортивной карьеры. Я выбрала этот вид спорта, потому что я в детстве посмотрел фильм и еще документальный мультик про фехтование на YouTube-канале. Ты решил заняться фехтованием. А что тебе нравится больше здесь? Спарринг на саблях. В отличие от предыдущих, наша следующая героиня пришла в этот вид спорта еще в 2016 году и не раз становилась участником различных соревнований, как республиканского, так и всероссийского масштаба. Что дает фехтование для тебя, этот вид спорта? Мне кажется, ловкость, резкость, быстроту движений и все такое. Координация тоже есть. Действительно, фехтование – это очень интересный вид спорта, который помогает развивать выносливость, силу и координацию движений. Регулярные тренировки фехтования помогают улучшить кровообращение и повышает уровень энергии. Помимо этого, фехтование – это про дисциплину и выносливость. Этот вид спорта требует стратегического мышления и быстрой реакции на события. А вообще набор каких детей сюда набираете? Могут ли сюда попасть дети с ограниченными возможностями здоровья или есть какие-то противопоказания?
Да, это самый такой важный вопрос. У нас дети, на самом деле, мы можем в любых, да, ну как бы, если, конечно, есть определенные ограничения в плане медицинского показания, да, тогда, да, мы, ну, уже хорошенечко обсуждаем с родителями, где-то подбираем индивидуальный подход к детям, а в целом, ну, у нас прям таких критических ограничений нету. По словам Ефросинии, клуб сегодня вновь набирает детей, и у каждого из вас есть шанс начать спортивную карьеру вашего ребенка. Занятия здесь проводятся 3 раза в неделю и полностью выдается экипировка. Ведь впереди еще почти полгода зимы, и найти досуг для своего домочадца будет сложно. Ведь не везде готовы принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. С 15 сентября по 15 ноября текущего года проходил марафон блогеров «Север ВКонтакте» для регионов арктических сухопутных территорий Российской Федерации. Участие приняли свыше 300 школьников от 14 до 17 лет, проживающие в Архангельской и Мурманской областях Республики Коми и Республики Саха-Якутия. Конкурсное задание марафона заключалось в том, чтобы подготовить короткий видеоролик на тему «История родного края» и разместить на личной странице в социальной сети ВКонтакте. По итогу марафона были выявлены 3 победителя, которые получили оплачиваемую путевку в Якутию на фестиваль «Зима начинается с Якутии». София Швецова с Архангельской области, Дарья Тонконогова из Республики Коми и Анастасия Воронкова из Мурманска. И сегодня София и Дарья – наши утренние гости. Доброе утро. Здравствуйте. Как и почему вы стали участниками марафона «Север ВКонтакте»? Это, получается, мой наставник скинула мне запись ВКонтакте о том, что проходит данный конкурс. И меня очень заинтересовало это, так как я давно хотела посетить Якутию, посмотреть национальные традиции, там, блюда, которыми вы питаетесь, национальными, и игры. Была интересна ваша история. Расскажите поподробнее о ваших работах. Как вы думаете, почему именно вы стали победительницами? Я больше всего опиралась на креатив. Я хотела донести всей стране о своем регионе, рассказать его историю, что сейчас производится в нашей области, чем она славится, про деятелей рассказать. То есть это и Архангельский водорослевый комбинат, и целлюлозно-бумажный комбинат. Михаил Васильевич Ломоносов прославил наш регион, и много интересных фактов. Дарья, пожалуйста, про вашу работу. У меня есть, получается, в поселке одна, так скажем, необыкновенная деталь. У нас из земли идет выход нефти и газа. То есть, если ты можешь просто поджечь землю, и она начнет гореть. Просто земля, вот такие у нас природные выходы нефти и газа. То есть ты рассказала об этом? Да, как у нас. Необыкновенность моего поселка водного. Замечательно. Расскажите, может быть, какая была основная причина приехать в Якутию? Да? Вот, то есть вы загорелись этой идеей, и вот что... Вы же тоже из северных регионов, да? Вот, Да. Есть ли отличия, например? Я на самом деле еще никогда не была на Дальнем Востоке, вообще за Уралом, и мне хотелось посмотреть действительно, что у вас здесь вообще происходит, как вы здесь живете. Оказалось, у вас очень доброжелательные люди, улыбчивые, очень милые. И всегда приятно ходить по улицам и видеть добрые улыбки. Но самое интересное, что ноябрь месяц у нас необычайно теплый на самом деле. Вот. Ну, холода мы ожидаем уже буквально с минуты на минуту. Скажите, что по плану вы должны посетить, увидеть, или, может быть, что-то уже увидели, что на вас произвело впечатление? Мы посетили сокровищницу Якутии. Было очень интересно. Она богата. Там хранятся крупные и самые красивые алмазы всего мира в целом. Очень удивительно было. Также нам провели экскурсию по дому детского издательства «Кэскил». Мы встретились с детьми, которые посещают это детское издательство. Они нас даже обучили некоторым словам из якутского языка.
Вот. Здорово, здорово. Ну, я думаю, что это еще не все, да? То есть Да. еще есть планы. Конечно. Сегодня встреча состоится с Хранителем Мороза. С Чисханом. Замечательно. Также мы будем присутствовать на зажжении звезды. Елочки. Да, да. Замечательно, у вас отличные планы. А где можно следить за вашими путешествиями, за вашими блогами? Мы ведем страничку ВКонтакте, выкладываем туда с хэштегом «Север ВКонтакте первый», а также у каждой из нас есть свой телеграм-канал, куда мы тоже выкладываем все свои передвижения. В целом, подписчики как реагируют на то, что вы приехали в Якутию? Может, есть какие-то отзывы? Все очень удивлены и поражаются, что ли сказать, достопримечательностью. То есть я пытаюсь все показать, что сама вижу, и донести своим подписчикам. И вот из всего, что вы уже увидели, да, вот можете, что на вас произвело самое-самое большое впечатление в Якутске? Что больше всего понравилось или запомнилось? Ну, на данный момент у меня пока остается сокровищница Якутии, потому что там нам показали очень много алмазов и всяких сокровищ, украшений из серебра, золота, и также были представлены вырезки из кости мамонта. Мне очень запомнилось. Что касается с нашей национальной кухни, что-нибудь уже попробовали? Нет, еще Пока только предстоит. Предстоит. А что, есть какие-то наметки, что бы вы хотели попробовать обязательно? Может, вы нам что-то рекомендуете? Вы настоящие блогеры. Отлично. Я порекомендовал. Ну, вот у меня, конечно, на первом месте это салат индигирка. Попробуйте, да. Я не знаю, вообще вот я люблю еще жеребятину, да, то есть именно в сыром виде тоже очень-очень вкусно. Ну, а остальные, конечно, блюда у нас очень обширные. Фаршированный карась, если увидите, обязательно попробуйте. Вот карась, казалось бы, наверное, в России он такой, не такой прямо, ну, популярный, скорее всего, но у нас вот караси, всем карасям караси, поэтому обязательно попробуйте. А что касается из десертов, возможно, вам понравятся мартышки, называются они, да, такие вот замороженные, делается тоже наше якутское мороженое. Вот. Но желаем вам успехов, удачи и, может быть, в завершении ваши пожелания, не пожелания даже, а может быть советы ребятам, которые тоже хотят стать блогерами, заниматься, вот с чего им начать? Вот, ну, вкратце, может. Не бояться, главное. Что самое главное? Не бояться. Не бояться. И, в принципе, все. Не бояться и желание творить и показывать, рассказывать своим подписчикам. Возможно, участвовать в каких-то конкурсах, чтобы у них тоже было много возможностей куда-то поехать, попутешествовать и тем самым развить свой блог. Спасибо, София и Дарья. Напомню, они были у нас в эфире. Это победительницы федерального конкурса «Север ВКонтакте». Мы желаем вам удачи, успехов. Спасибо большое. Ну, дорогие наши телезрители, у меня к вам такой вопрос. Что вы любите слушать, да, в плане музыки? Ну, я, например, в молодости, да, если так можно сказать, любил слушать хип-хоп. Сейчас вкусы достаточно такие обширные. Главное, чтобы мелодия нравилась. Но впереди как раз выходные. У каждого из вас есть шанс посвятить эти выходные слушанию музыки. Сейчас давайте узнаем, что же предпочитают слушать жители алмазной столицы в материале наших коллег. Более половины якутян предпочитают слушать русский рок. Это показало исследование аналитиков музыкального сервиса. А еще исследование показало, 50% опрошенных слушают музыку ежедневно. Каждый четвертый несколько раз в день. А что слушают мирницы? Рэп, рок или попсу? Сколько времени они проводят с наушниками в ушах? Давайте узнаем. Скажите, пожалуйста, какую музыку вы слушаете? Разную, Цоя. Что еще в последнее время я слушаю? Из зарубежных сложно что-то назвать, разве что Нирвану. Ну, Утилус, Бутусов, Чайф, Агата Кристи. Ну, такие вот. По настроению. Ну, хип-хоп, наверное, в основном. Но бывает и рок. Сколько вообще раз в день, неделю слушаете? Сутками. Сутками напролет? Да, ну, музыку я не слушаю только на уроках. Могу, например, за учебой, за работой.
На тренировке, конечно же, совсем другая музыка идет. Какая? Ну, например, Миша Маваши или там другие. Девиантный диалект, Мармеладов Осогов, Каспийский груз. Готовлю, например, когда я под рок. Да? Да, вкуснее получается. Беременная была, люблю Рамштайн. А так хип-хоп. Классику детей успокаиваю, укладываю под классические произведения. Когда я ем малину, я вспоминаю ягоду малину. А можешь ее напеть? Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает стоп. Какая ты густинка, холодная блондинка. Замечательно, в артисты можно идти. А есть ли любимая песня, которую вы бы могли немножко напеть? Да, я покинула чат. Нет, вот это не могу. Медведь по ушам прошелся. Какая музыка место в вашей жизни занимает? Не последнее. Это же все равно настрой дня, вечера. И вообще своих ощущений можно через музыку выражать. Поэтому да, хорошая, главное, наверное. Она вообще идет, в принципе, по всей жизни. То есть от самого начала до самого конца. Ну, утро начинается с музыки. Музыка у нас в телефоне, то есть на звуки играет везде, всегда. Ты идешь куда-то, включаешь музыку, занимаешься спортом, включаешь музыку, делаешь уборку, включаешь музыку. Поэтому она неотъемлемая часть нашей жизни. Оказалось, что мирнинцы, как и половина якутян, очень любят слушать русский рок. Однако по ситуации могут послушать и другие музыкальные жанры. Далее блок новостей. С 1 декабря у ряда российских пенсионеров повысятся пенсии. Речь идет о пожилых людях, отметивших в ноябре свое 80-летие. Больше получат и инвалиды первой группы. Напомним, что уже 7 лет в России не индексируют выплаты работающим пенсионерам. Но когда человек увольняется, ему начисляют выплаты с учетом всех пропущенных индексаций. Что касается граждан с первой группой инвалидности, если фиксированную выплату однажды увеличивали, то в 80 лет повышения ждать не стоит. С 1988 года 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России. Так, например, в республике на учете состоит более 1000 человек. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Символом солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ и СПИД, является красная ленточка. Каждый человек обязан знать свой ВИЧ-статус. Все граждане Российской Федерации могут добровольно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в поликлиниках по месту жительства, центральных районных больницах, в Центр СПИД и в его филиалах в Мирном и Алдане. Основной аспект отдела профилактики на сегодняшний день – это не только лекции, но и проведение экспресс-тестирования среди студентов, работающих коллективов. Это экспресс-тестирование направлено на раннее первичное выявление ВИЧ-инфекции. Свой результат, ВИЧ-статус можно узнать буквально через 10 минут. В своей работе мы используем современные высокоточные экспресс-тесты. Кровь на анализ берется с пальца руки, с стерильным ланцетом, с соблюдением стерильности. Весь инструментарий одноразовый. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится в республике сегодня, в преддверии Дня неизвестного солдата. Специальные офлайн-площадки организуют во многих районах. Тестирование бесплатное и конфиденциальное. Проверить свои знания можно на специальных площадках, а также онлайн на сайте проекта. В 2022 году более 2,5 миллионов россиян приняли участие в акции. День неизвестного солдата в этом году отмечают 3 декабря. Дата была установлена в России в 2014 году в память о российских и советских войнах, погибших в боевых действиях. Минкультуры России планирует продлить нацпроект «Культура». Об этом заявил руководитель ведомства Ольга Любимова. Она отметила высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. В рамках нацпроекта реконструируются и капитально ремонтируются детские школы искусств и сельские дома культуры. Открываются кинозалы, а также закупаются музыкальные инструменты. Напомним, что нацпроект «Культура» наряду с другими стартовал в 2019 году. За это время в Якутии введено 45 объектов культуры, улучшена материально-техническая база, 139 клубов, проведен капитальный ремонт в 19 учреждениях, создано 14 модельных библиотек, оснащено инструментами 18 детских школ искусств и приобретено 5 автоклубов.
Сегодня на сцене Русского театра имени Пушкина состоится премьера спектакля «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил». Спектакль по классическому произведению Островского поставил приглашенный режиссер Дмитрий Бурханкин. Главную и единственную мужскую роль в постановке исполнил Александр Сердюков. На сцене состоялся генеральный прогон, а сегодня первые зрители смогут увидеть постановку на премьере. Второй показ спектакля запланирован на 28 декабря. Спектакль можно посетить и по пушкинской карте. Мы попытались вникнуть в Островского. И очень приятно, что руководство местного театра, Русского драматического, хочет видеть разного Островского в этих стенах. Здесь есть совершенно чудесный, милый спектакль на всяком... Не все коту масленица. Он сделан, так скажем, в традиционной манере. Мы пошли чуть-чуть в другую сторону. Островский обожал Гоголя, очень чтил его. И мы попытались посмотреть на Островского через призму Гоголя и через призму тех страстей, которые бушуют внутри героев этого спектакля. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня. Как мы знаем, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» проходит конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». И сегодня у нас в гостях директор ледового парка «Северное сияние» Алексей Прокопьевич Демьянов. Доброе утро. Доброе утро. Алексей Прокопьевич, конкурс ледовых и снежных скульптур является ежегодным. Есть ли какие-то отличия в этом году? Отличия в этом году, у нас до этого в связи с пандемией были перерывы, и мы сейчас возобновили международный конкурс. К нам в гости приехали, 3 команды выставила Монголия, с регионов России, с республики Тыва, Хабаровский край выставила 2 команды. Так, и конкурс у нас, получается, проходит с 27 числа по 3 декабря в 3 этапа. Это, получается, блиц-турнир на площади Орджоникидзе на тему предстоящих игр «Дети Азии». И сейчас перешли в ледовый парк. Вчера завершили конкурс по ледовым скульптурам, тоже проходило 3 дня на тему «Мир будущего». И сегодняшнего дня стартует конкурс по снежным скульптурам. Там оставили свободную тему. Сколько всего участников в конкурсе принимает участие? 20 команд принимает. 20 команд. Да. Но, как вы отметили, участники из других регионов, даже из других стран. Отличается ли техника резьбы у разных участников? Да, конечно. И в основном приезжают и обмениваются опытами между участниками приезжими. И хотел бы заметить, у нас регион холодный, тоже структура льда, когда холодно, тогда она тверже становится, а когда теплее, она мягче становится. Тоже они, приезжие так удивляются, когда на холоде работают. Но у нас, как мы знаем, ноябрь месяц достаточно теплый, или это все равно для приезжих команд это достаточно холодная температура? Да, это достаточно холодная температура. Сейчас у нас температура по 30, для нас это тепло, а для них это довольно-таки холодно. Уже есть какие-то нюансы, да? А почему в этом году выбрана тема «Мир будущего»? Мир будущего, разные темы затрагивали, решили на этой остановиться. Мир будущего интересно, как люди воспринимают, скульптура воспринимает будущее. И детишкам будет интересно, посетителям. Но в целом скульптуры вырезаются не только изо льда, но также из снега. Что сложнее, на ваш взгляд, резьба по льду или по снегу? По сложности там тоже от скульптора зависит. Кому-то легко работать со снегом, а кому-то со льдом. Лед можно склеить, если неправильно что-то сделано, например, да? А по снегу уже не получится, там уже конкретно нужно четко работать. То есть там уже нет права на ошибку. Да. А как участники согреваются во время работы? Мы все время видим, что они работают со скульптурами, да, то есть у них разные инструменты. Но или же они от начала до конца работы все время находятся около скульптуры? Нет, мы подготовили прямо на акватории, где будет будущий ледовый городок, теплое кафе. Питание трехразовое у нас, обед, полдник, ужин. Всегда могут зайти согреться, попить теплый чай, горячий чай. Поподробнее, что ждет победителей
конкурса? Победители конкурса у нас, получается, призовые места. 3 этапа тоже разделили. Первый этап — это по блиц-турниру. За первое место победитель получает 60 тысяч, второе место 50 тысяч и третье 40 тысяч. К основному конкурсу в Ледовом парке по ледовым скульптурам получает за первое место 150 тысяч, за второе место 100 тысяч и за третье 70 тысяч. По снежным скульптурам за первое место 90 тысяч, за второе 70 и за третье 50 тысяч. И у нас также есть компенсационные выплаты. Каждый участник все равно, каждая команда получает по 40 тысяч за то, что они участвовали. То есть в любом случае есть компенсация по это все равно работа такая сложная, нелегкая, можно сказать. Компенсация есть. Ну и в целом те скульптуры, которые сделаны мастерами, да, во время конкурса, они, соответственно, остаются у нас радовать горожан, жителей нашей республики. А когда, где можно будет посмотреть? То есть на площади Орджоникидзе, я так понимаю, завершен уже блиц-турнир, да? Да, блиц-турнир завершен. Можете прийти полюбоваться. Там получились очень красивые скульптуры. И вчера в Ледовом парке тоже завершился по ледовым скульптурам. Сейчас с сегодняшнего дня начнется по снежным. То есть тоже можно прийти? Да, без проблем можно посмотреть. И я смотрю, что вы не с пустыми руками. Что вот у нас находится в студии? Мы подготовили такой замечательный кубок по эскизу Неустроевой Александры Анатольевны, преподавателя ЯХУ, отличник образования. Сам кубок изготовлен из латуни, подставка из добротного материала дерева дуба. Посередине красуется звезда Чолбон, что символизирует в якутской мифологии холод. А рога сделаны из бивня мамонта. Вот такой вот красивый кубок заберет победитель наших конкурсов. Очень красивый кубок, очень интересный дизайн. И надо отметить, что какие ледовые скульптуры, да, вот такие массивные, тоже 3 килограмма весит. Хороший вес у... Кстати. 3 килограмма? Да. Ровно. Здорово. Но спасибо большое, Алексей Прокопьевич, за то, что вы сегодня посетили наш эфир, рассказали про очень интересный фестиваль. Но напомним нашим зрителям, что вы можете также в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» посетить, уже посмотреть на работы, которые сделаны на площади Орджоникидзе мастерами и участниками фестиваля, ну а также посетить ледовый городок в 202-м микрорайоне. Спасибо большое. Ну а далее, дорогие друзья, мы ознакомимся с репертуаром фильмов, которые можно будет посетить в эти выходные. Мой генерал, нас обнаружили. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Ждите! Нет! Мы в западне! Отходим! «Наполеон» — эпический исторический фильм режиссера и продюсера Ридли Скотта по сценарию Дэвида Скарпы. Зрители увидят историю тяжелого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни Жозефиной. Главную роль сыграл Хоакин Феникс, который также является продюсером фильма. А роль Жозефины исполнила актриса Ванесса Кирби. Фильм вышел в прокат в США и Великобритании еще 22 ноября. Но я иду по стопам Александра Македонского и Цезаря. Теперь увидеть картину сможет и российский зритель. Вздохнем спокойно без этого мерзавца. 3, 2, 1. Новый оригинальный мультфильм Дисней под названием «Заветное желание» также стартовал в прокате. Сюжет рассказывает о девушке по имени Аша из необычного королевства Розас. В этих краях правит волшебник Магнифико, которому местные жители доверяют свои желания в надежде, что однажды он их исполнит. Аша планирует стать его ученицей, однако узнает о темных секретах правителя. Тогда девушка решает загадать собственное желание, дабы покончить с несправедливостью, и отправляется в путешествие вызволять желания своих родных и остальных жителей королевства. Ну тут без вариантов.
Также кинотеатр «Центральный» приглашает на фильм Джона Ву «Немая ярость». По сюжету, в результате уличной разборки в семью главного героя приходит трагедия. Случайным выстрелом убит его маленький сын. В результате ранения сам отец семейства теряет голос. Однако он мобилизует все свои силы и учится обращаться с оружием, чтобы отомстить преступникам. В фильме полностью отсутствуют диалоги. Главную роль в нем исполнил Юэль Киннаман, известный по фильмам «Робокоп» и «Видоизмененный углерод». Продюсерами проекта стали Безил Иваник и Эрика Ли, также отвечавшие за франшизу «Джон Уик». Но главная звезда здесь, конечно, сам режиссер Джон Ву. Его боевики, полные почти балетной хореографии и эстетизированной жестокости, которую он начал снимать на родине в Гонконге, а затем переместился в Голливуд, стали фактически отдельным жанром и предметом многочисленных подражаний. «Немая ярость» – первый за 20 лет голливудский проект мастера. Слышали историю про здание за мостом? Там должна была быть школа, но архитектор умер при загадочных обстоятельствах. По легенде... Разработчики игр решают затестировать новый продукт в доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужасов. Специалисты по хоррор-играм столкнулись с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре. Ты следующая. 팬분들의 유대감 그리고 우리 멤버들끼리의 유대감 조금씩 15년 동안 엄청. Также смотрите документальный фильм, посвященный 15-летию группы Шайни. Всех фанатов ждет уникальное шоу, в котором будут представлены самые яркие моменты группы и фандома за последние 15 лет. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну, в свою очередь, мы всем нашим телезрителям желаем хороших выходных. И эфир хотелось бы закончить замечательной, чудесной песней для отличного настроения. До новых встреч в эфире.
так не отпускает меня. Про белые розы, желтые тюльпаны,